Уважаемые делегаты съезда «Единая Абхазия», уважаемые соотечественники, дорогие друзья, разрешите зачитать поздравительный текст от президента Республики Абхазии Гунба Бадра Зурабовича. Уважаемые делегаты, дорогие друзья, рад приветствовать вас на 7-м съезде партии «Единая Абхазия». Созданная в начале 2000-х годов, партия последние десятилетия активно участвует в политической жизни страны. «Единая Абхазия» всегда занимала твердую позицию, направленную на защиту государственных интересов и укрепление независимости нашей страны. Особо хочу подчеркнуть, что одним из основателей партии был второй президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш. Его вклад в государственное строительство и развитие демократических институтов нашей страны навсегда останется в памяти народа. Отдельные слова благодарности хочу адресовать Сергею Мироновичу Шамбо, который в последние годы возглавлял партию. Сергей Миронович – ветеран национального освободительного движения абхазского народа, опытный политик и дипломат. Руководство страны считает необходимым усилить роль политических партий, их участие в общественной жизни государства. Мы убеждены, что активные и ответственные политические силы должны иметь возможность влиять на процессы государственного строительства и вырабатывать совместные решения в интересах всего общества. Отмечу, партиям необходимо в полной мере участвовать в парламентской работе. Это расширит возможности для политического диалога и обеспечит более широкий учет интересов граждан. Уверен, что «Единая Абхазия» и в дальнейшем будет оставаться значимой политической силой, способной объединять общество, поддерживать государственные интересы и работать на благо Абхазии. Желаю съезду плодотворной работы, а партии «Единая Абхазия» дальнейшего развития, новых успехов во имя нашего государства. От себя лично хочу сказать, что партия «Единая Абхазия» – это не просто символическое название, это фундаментальная цель нашего народа. Ведь под единством мы имеем в виду всех, людей разных профессий, вероисповеданий, возраста. Нам нужно сохранить то, что нам передали наши отцы и деды. Те завоевания, через которые они прошли, ту цену, которую они положили, неимоверное количество жизней. Нам нужно укреплять нашу страну, нашу обороноспособность, нашу Родину. И я хотел бы пожелать всем делегатам съезда совместной работы на благо нашей страны и, конечно же, мудрых решений. Спасибо. Уважаемые делегаты съезда, дорогие гости, однопартийцы, благодарю вас за оказанное доверие. Обещаю приложить все необходимые усилия для развития партии. Вместе мы должны направить нашу созидательную энергию на движение вперед по всем направлениям государственного строительства. Хочу отметить большую работу команды президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гунба. Мы все делаем одно дело – работаем на Республику Абхазия, на народ Республики Абхазия. Поэтому мы поддерживаем поручения Бадры Зурабовича, направленные на укрепление экономики, социальных институтов, здравоохранения, образования, молодежной политики, обеспечения правопорядка и экологической защиты. Мы уверены, что их реализация позитивно скажется на каждом гражданине Республики Абхазия, на каждом из нас, дорогие друзья. Надеюсь на вашу, уважаемые однопартийцы, проактивную позицию и вовлеченность в эти вопросы. Не могу не отметить вклад Российской Федерации в развитие нашей республики. Это неоценимая поддержка и помощь во всех ключевых сферах жизнедеятельности государства. И самое главное – содействие укреплению суверенитета Республики Абхазия. Развитие двустороннего сотрудничества, нацеленность на укрепление союзничества – это крепкий фундамент безопасности и процветания нашего государства.
Спасибо вам. В 1992 году мы взяли в руки оружие, чтобы в Абхазии было будущее. Сегодня наше оружие – это наша воля, наша мудрость, наша ответственность и наше единство. Каждое утро, приходя в музей, мой день начинается с экрана, с которого на меня смотрят лица тех, кто за отчизну нашу отдал своей жизни. Каждый день нас встречает с того же экрана из фотографий Владислав Арзенба, чьим именем назван музей, который не только вел нас к победе, но и закладывал фундамент нашего государства, которое должно было стать сильным, справедливым и суверенным. Прошли годы, и я, как многие наши соотечественники, и как многие из тех, кто сидящих здесь, прошедшая войну и видевшая цену каждой пяди нашей земли, я хочу сказать, сейчас наступает момент, сравнимый по значимости с теми 413 днями. Во-первых, я обращаюсь к участникам съезда Единой Абхазии и ко всему нашему многострадальному народу. Хочу сказать о единстве. Мы сражались плечом к плечу. Абхазы, армяне, русские. Все, кто называл нашу страну своей родиной. Вместе с нами также сражались добровольцы Кавказа, России и других республик, для которых Абхазия стала второй родиной. Эта правда о войне должна стать правдой нашей мирной жизни. Курс на развитие, который сегодня предлагает руководство страны и партия «Единая Абхазия», не должен стать разменной монетой в политических играх. Это наш общий политический ресурс. Я призываю к тому, чтобы съезд не становился местом для политических торгов, а стал местом консолидации всех здоровых сил. Всех, для кого Абхазия не лозунг, а смысл нашей с вами жизни. В нашем музее мы собираем не просто артефакты, мы собираем историческую правду. Правда, которая может быть искаженной, как мы это сейчас наблюдаем в мире, если ее бережно не хранить. Я хочу просить той же правды от власти, уважаемые, дорогие мои друзья, все члены правительства, президент, вице-президент и все, кого я вижу здесь. Всех я считаю своими друзьями, надеюсь, они меня тоже. Я хочу просить от вас той же правды. Правды в отчетах, правды в диалоге с народом, правды о том, куда идут денежные средства и как исполняются поручения президента. Народ, прошедший через горнило войны, заслуживает честности. Только так мы победим коррупцию, равнодушие и бюрократизм. Я рассчитываю на твердую волю нашего президента и нашего правительства. Участникам съезда я хочу сказать, мы с вами собрались сегодня не для того, чтобы просто выбрать новый руководящий состав. Мы собрались для того, чтобы принять на себя историческую ответственность. Решения, которые мы принимаем не только сегодня, но и каждый день, должны быть на вес крови, пролитой за нашу свободу. Здесь я еще раз позволю себе обратиться с призывом к руководству страны. Проявление уважения и заботы о ветеранах – наша святая обязанность. Мы должны каждый день помнить о них и о семьях погибших, которые до сих пор несут боль потери. И когда мы отмечаем праздник Победы, давайте не будем забывать о тех, кто принес нам победу. Мне бы хотелось, чтобы ветераны войны сидели в первых рядах с орденами на всех мероприятиях Победе посвященных. И последнее. Я верю в нашу молодежь. Я вижу, как горят их глаза, когда они приходят в музей. И нередко вижу я их слезы. Они хотят знать историю своей страны, которой они вправе гордиться. Так давайте вместе дадим эту страну. Седьмому съезду Республиканской политической партии «Единая Абхазия» предшествовали конференции 4 региональных и Сухумском городском отделений партии. На этих 5 конференциях лучшие представители нашей партии были избраны делегатами на настоящий съезд. Сегодня в нашей партии состоит более 3000 граждан.
Всего от 5 отделений партии делегатами было избрано 250 человек. Мандатная комиссия проверила все полномочия всех делегатов съезда. Все они избраны согласно уставу партии. Все временные удостоверения призваны действительными. Уважаемые делегаты, обращаясь к вам на 7-м съезде, должен начать со слов приветствия председателя «Единой России» Дмитрия Анатольевича Медведева. Передать пожелания успехов, интересной работы, четких начинаний, которые будут определять вашу деятельность на последующие периоды, это все сосредоточено в пожеланиях председателя нашей партии и каждого единоросса. Мы, как Российская Федерация, неимоверно заинтересованы в том, чтобы Абхазия развивалась, процветала, была стабильной, была способной настоять на своей точке зрения, и чтобы эти точки не расходились не только в наших названиях об единстве внутри наших государств, но и о нашей согласованной деятельной позиции на международной арене. Поэтому, желая успехов в работе конференции, я напомню, что мы с вами собираемся не на 7-м съезде, мы собираемся с вами в год 80-летия Великой Победы, нашей общей победы в Великой Отечественной войне. И этот год окрашивает все события, все происходящие явления особым обязывающим светом. Тем более здесь находятся люди, которые вместе с Сергеем Васильевичем создавали Единую Абхазию. И им слова благодарности и пожелания доброго здоровья за то, что каждый из них остается верным сделанному выбору тогда, и даже сейчас они здесь среди нас продолжают назидаться своим вседовластным присутствием. Отдельно добавлю еще и о том, что Единая Россия, как партия, которая появилась методом объединения, сначала мы объединили Единую Россию, единство, точнее, Отечество, регионы, всю Россию. Начинали мы с объединения депутатских групп в Государственной Думе, но чуть позже партия смогла найти в себе силы и мудрость руководителей каждой из партийных структур, чтобы создать большую, деятельную, на сегодняшний день многомиллионную организацию, которая принимает на себя ответственность за происходящее в государстве российском, которая, как партия, заинтересована в своих партнерских структурах, которую мы сегодня со Светланой Сергеевной, представляя здесь, на 7-м съезде Единой Абхазии, говорим вам, мы заинтересованы не только в обновлении, не только в привлечении новых лиц. Для меня, конечно, особо лестно, что в руководство партии вошли люди с историческим образованием и с борцовскими навыками. Понимание истории и способность к тому, чтобы в борьбе отстаивать нашу правоту, очень четко проявлены в Конституции Российской Федерации, которую мы недавно дополнили. А теперь я скажу отдельно о своем отношении к этим дополнениям. Мы не сделали ничего особенного, но после всенародного обсуждения мы приняли 3 постулата. Они характерны только одним. Когда в 92-м, когда Союз распался, мы собирали для себя Конституцию, это все-таки была Конституция растерянных людей. Это была Конституция государства, которое не предполагает для себя особой уверенности. Сейчас же, на прошествии времени, мы настояли в основном законе на том, что мы сохраняем за собой право на традиционные ценности, на нашу трактовку нашей победоносной истории, над главенство нашего закона над законами из-за пределов нашего государства. Я надеюсь, что именно по этому пути будет двигаться и Единая Абхазия. Как партия, которая принимает на себя ответственные, сложные решения, как партия, на которую опирается глава государства, как партия, которая сегодня будет делегировать своих представителей на следующий виток уже муниципальных выборов. Поэтому, обращаясь к каждому из вас, уважаемые единомышленники, я бы хотел сказать о том, чтобы кроме здоровья, упорства, все вы были подчинены очень важному определению – процветанию благословенной земли и молодого государства. Чтобы Абхазия была также... Я сегодня в 3 часа ночи вылетал из Москвы. Люди, которые шли в самолет, я прилетел сюда, в столицу, они были в таком восторженном ожидании. И я понимал, что это не только
ожидание природной красоты, не только предвкушение удушающего абхазского гостеприимства, но это и вера в то, что мы идем плечом к плечу, вместе, в светлое и общее будущее. Поэтому, принимая на себя определение «Единая Абхазия», вы должны понимать, что это огромная, трудноисполнимая, но возможная к исполнению ответственность. Поэтому я желаю вам не только в рамках съезда сплоченности, упорства, вновь избранному руководству, я желаю прозорливости, мудрости и подчиненности к самым главным задачам, о которых я сказал. Всем успехов, доброго здоровья, добрый путь. Мы однопартийцы. С 2011 года у нас подписано соглашение, и я благодарна вам, что, во-первых, вы меня пригласили на съезд, ну, во-вторых, многие из вас являются моими избирателями. Я представляю Абхазию в Государственной Думе как депутат Государственной Думы. Вы за меня голосовали, огромное вам за это спасибо. И я не забываю свою любимую Абхазию, потому что даже Вячеслав Викторович Володин мне сказал, я еще нахожусь в межпарламентской комиссии по взаимодействию с Абхазией, он мне всегда говорит: когда тебе нужно поехать в Абхазию, только скажи, я тебя всегда отпущу. Это твой приоритет, должен быть. Поэтому я это всегда выдерживаю, и огромное спасибо Сергею Мироновичу, потому что в свое время, в 2011 году, когда подписывалось соглашение, он меня рекрутировал, он меня прям взял и очаровал. Очаровал Абхазии, сказал, что приезжай. Я приехала, сразу посмотрела, и на всех этапах за эти годы была рядом, и очень радуюсь сейчас на то, что вот такое обновление. Я лично знаю Алхаза Херсоновича, давно тоже знаю, и начиная с молодежных разнообразных движений, мы тут все вместе и бегали по набережной, и проводили молодежные форумы, и вот это уважение, невероятное выражение к старшим, и умение работать с молодыми, что сейчас тоже очень важно, с новыми технологиями, которые в том числе приходят в нашу жизнь. Я знаю, что ряд соглашений планируется и в этой части подписать с Единой Россией, с Единой Абхазией в будущем, и подписать соглашение, уже подписано, вернее, соглашение с Молодой гвардией. Единая Абхазия подписала, это следующий этап. Я знаю, что есть определенные планы, о которых будет сегодня тоже озвучено на съезде. Вот еще мне, знаете, правда, было как бальзам на душу то, что я увидела перед президентскими выборами вашего президента, когда объединилась и духовная часть. Вот тот раскол, который был, вы знаете, я со слезами на глазах смотрела этот такой, ну, скажем, ролик, да, как это все происходило. Мне было это очень близко, и я очень порадовалась, когда это увидела. Спасибо, что это произошло. Это тоже очень важно, мне кажется, для республики и для людей, которые верят, что вот здесь тоже мы едины, договорились, и все хорошо. Я вот отношусь тоже к вам как к семье, даже здесь вот этот шум немножко, да, какое-то вот такое движение. Это так все эмоционально, это как в семье. И это чувствуется на съезде, потому что на других съездах все, наверное, более строго, все по полочкам. А у вас вот как, ну правда, как за большим абхазским столом, все очень шумно, честно, искренне. Но по-другому не может быть. Это же очень правильно, и это очень по-честному, искренне. Я радуюсь, что вы не меняетесь, мы за это вас любим. И я понимаю, что у России есть такая вот республика, такая живая, настоящая, которая нас готова всегда принять, которая нас всегда с любовью здесь ждет, наших туристов, людей, политиков, да. И какого бы уровня человек не был, он всегда себя здесь чувствует как дома. И это вам огромное, вам за это спасибо. Спасибо вам за все выборы, которые вы очень успешно проводите, потому что здесь, во-первых, очень много граждан проживает в России. Вы всегда поддерживаете президента России Владимира Владимировича Путина, голосуете всегда очень ответственно, Государственную Думу. У вас предстоят выборы свои, местные выборы. Я вам желаю в этом удачи, потому что на самом деле, что такое политическая партия по своей сути? Это всегда победа на выборах, это подтверждение через избирателей, что вы
являетесь там силой, которая ведет людей вперед и которая ведет ответственную работу за те обещания, которые даются. Поэтому победы вам на следующих выборах я обязательно желаю. Вы знаете, еще не могу не сказать эти слова благодарности за ту поддержку, за то плечо, которое вы подставили России на СВО. Ваши ребята... Ваши ребята настоящие воины, показывающие пример преданности, показывающие пример того, как, когда даже не просили их об этой помощи, они просто понимали, что по-другому не могут. Огромное им спасибо, слава погибшим, мира тем, кто придет сюда, обратно вернется в свои семьи. Я знаю, что вы все их ждете. И за вот этот подвиг вам тоже большое спасибо, потому что, как Александр Александрович сказал про годы Великой Отечественной войны, абхазский народ всегда стоял рядом, так и сейчас, так и мы, когда у вас была своя война. И мы пережили это все вместе, и поэтому мы едины. Именно по этой причине у нас общее понимание, что такое свобода, что такое демократия, что такое ценности, в том числе, что такое духовные, семейные ценности, что такое жизнь. И за эту жизнь мы действительно готовы бороться. Вы боролись в свое время, мы сейчас боремся. Нас объединяет великий русский язык. Огромное вам спасибо за его сохранение, за как вы прекрасно говорите по-русски, как вы чтите его и почитаете. Это наше тоже объединяющее. Я вам за это безумно благодарна. Я желаю вам также мудро вести свою политику, вашему президенту вести страну вперед, Алхазу Херсоновичу партию тоже вести под своими знаменами вперед, чтобы все у вас получалось вместе с Россией, вместе с Единой Россией. Мы рядом с вами, мы вас готовы всегда поддержать. Удачи вам! И не забывайте, что у вас есть свой собственный депутат Государственной Думы от Абхазии. Победа абхазского народа стала символом несгибаемого духа и силы воли, примером того, как любовь к родине и вера в правое дело способны преодолеть любые испытания. С гордостью могу сказать, что посильный вклад в отстаивание суверенитета Абхазии внесли осетинские добровольцы, которые своим героизмом и самоотверженностью еще больше укрепили братство наших народов. Союзнические отношения между Абхазией и Южной Осетией проверены временем и продолжают последовательно развиваться. Осетины и абхазы стояли вместе, когда решалась судьба Кавказа. Плечом к плечу они встали и на защиту Донбасса еще в 2014 году. И сегодня, в ходе специальной военной операции, наши добровольцы снова рядом. Не щадя себя, они сражаются за общее будущее, за правду и безопасность наших республик. Союз России, Южная Осетия и Абхазия – это не просто политический союз государств. Мы стоим на одной платформе. Нас объединяют одни и те же духовные ценности и верность историческому выбору. В эпоху, когда формируется новый многополярный миропорядок, нашим странам предстоит решать важнейшие задачи: укреплять государственность, развивать экономику, сохранять духовно-нравственные основы общества и обеспечивать безопасность граждан. В этой работе неоценимую роль должны сыграть наши партии «Единая Абхазия» и «Единая Осетия». «Единая Абхазия» по праву является одной из ведущих политических сил Абхазии. Она продолжает традиции тех, кто отстоял свободу и независимость родной земли, кто доказал, что единство народа – величайшая сила. Вы объединяете вокруг себя ответственных, инициативных, преданных своей стране людей, направляете их энергию на укрепление государств, защиту прав граждан и развитие общества. Желаю партии «Единая Абхазия» успешной реализации всех решений съезда и новых достижений. Уверен, что сотрудничество между нашими партиями будет впредь укрепляться. Ари даара иазхәыцны ишәаны изаны ихацырку усуп. Аполитикатә партиа Аԥсны акзаара ахелак аԥсоижьҭеи жәаф шықәса инархыҳәҳәон. Хаҭала
усҟан иара аамҭа иақәшәо имҩаԥысуаз апроцессқәа ирыдҳәалан. Иҟалеит азхаҵара Урыстәылеи Аԥсни ирыбжьалеит аизыҟазаашьақәа ҿыцқәа, иӷәӷәахеит аимадарақәа, иаԥҵан аиқәышаҳаҭрақәа, ихацыркын аиҭанеиааирақәа, нас уи иадҳәалаз аусқәа жәпакы. Аԥсны Акзаара партиақәа зегьы инарылыҳәҳәо ахаанарԥшит, аҭак ԥхықәра духеит. Хадара зыруан здыри зылшара еиқәшәоз аԥсуаа рыҷкәынцәа. Иахьа абра иааит раԥхьаӡатәи апартиатә еилазаара иахәҭаз Аԥсны Акзаара аветеранцәа, ауаа хатәрақәа. Ҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит аамҭа ԥшааны шәахьааиз. Иахьаузеи иргәырӷьаша рацәоуп, имҩаԥысуеит аусурақәа, аус риашарақәа аԥхьа инаргыланы. Аргыларақәа, аиҭашьақәа ргыларақәа. Зегьы иаарылыҳәҳәо, ҳзеигәырӷьаша хҭысны иҟалеит Владислав Григорий-иԥа Арӡынба ихьӡ зху жәларбжьаратәи аҳаиртә баӷәаза аартра. Ари акы еиԥшымкәа гәахәара духеит. Иахьа иааҳакәыршаны иҟоу ашәарҭарақәа зегьы ижәбот. Абџьар шьҭыбжьқәа ахьынтәаауа аҳәынҭқаррақәа рсиа есааира ацлара иалагеит. Иахьатәи аибашьра иацы ҳазхысыз иаабахьоу акәӡам. Иҿыцӡоу араратә техника адунеи иалагалоуп. Агәра ҳзыргада аранӡа ишзымаауа? Иааир изланаҳкылои? Абри ҽеила ҳазхәыцра акәӡами иахьа? Урыстәыла иахьакы еиԥшымкәа ацхыраара ҳаҭыр иаҿуп. Изаҳамҳәои? Ӡәыр дҳахькьысхьома, ма ӡәыр игәы иҭеикхьома ҳҳәаахысра? Нас уи иаанаго зегьы илаҳамкаауеи, ажәлар шәхаҵкы? Зегьы шәбарҭазар акәхап, иахьа маҷк ҳҽаанкыланы ҳшааиуа. Гхақәак ыҟазаргьы, аиашара иақәшәо Аԥсны аҵеира аҳәынҭқарра амаҵ шазыруа. Ас иаарццакны зегь зыҟалаӡом. Аха агәра ганы сыҟоуп, аӡәи ҳаиԥырхагамхакәа, уаҳа ԥсыхәа шамам азгәаҭаны ҳаидгылар, алҵшәа даара ишыбзиахо. Абарҭқәа зегьы илкааны, сымч сылшара сыԥсадгьыл иазыскып ҳәа згәы иҭаканы иаҳзааз арԥыс, аҵара бзиа змоу, зԥышәа ду, зпатриотра даара иҳараку Барзани Алхас иахьа абра дыжәбеит. Ҳарҭ иахьа Аԥсны Акзаара аханатә аахыс иалахәыз ҳаз зегьы гәахәа рыла дҳадлаҳкылт. Алхас Херсон-иԥа истуденттә ԥсҭазаара инаркны апартиа Аԥсны Акзаара далахәын. Иџьабаақәа рацәоуп. Зегьы раԥхьаӡа иргылан иумҳәар залшом ԥсыуала дшааӡо, ижәлар ҟазшьала акырӡа дшырзааиго. Иахьазы игәы иҭеикыз рацәоуп, зыгәра угаша ҵеиуп. Аполитикатә партиа аиҭашьақәа ргылара дазыхиоуп. Ажәлар рацәажәашьа дақәшәоит, гәыкала дырзыҟоуп. Аԥсны Ахада Бадра Гәынба иҩызцәеи иареи имҩаԥырго аус ҿыцқәа ҳәарада дырзыразуп, дахьаҭаху ихы даигӡаӡом. Аԥсны аполитикатә партиақәа рызегьы аҳәынҭқарра аргылараҟны хымԥада иахәҭаны ҳәа азиҳәоит. Убри намаданы ҳалшарақәа еидҵаны ажәлар иалырхыз Ахада иԥҟарақәа рықәныҟәара игәы иҭоуп. Ивагылақәоугьы ҳгәаанагара убас иҟоуп. Иахьа Бадра Гәынба иалеигало аиҭакрақәа зегьы иаҳбеит. Ҳарҭ ҳзышьцылахьоу асистема ҟазшьақәа ҿырԥшыс иҟамҵакәа ареформақәа дрылагеит. Игәашәымҭар залшом ажәлар дрызхәыцны, Аԥсны ахы иаҵыхәа еимдо ҳауаажәлар рхьаақәа еилкааны ирыхәаша аиҭакрақәа дшырҿу. Иахьа Аԥсадгьыл аԥеиԥш здаҳҳәалаз ҳхада Бадра Гәынба иҩызцәеи иареи русԥҟақәа еиламгаӡакәа ҳаизхәыцны
ҳажәҩахыр еибыҭаны аус ҳаузур агәра ганы сыҟоуп аихьӡара дуқәа шаҳзыԥшу. Для меня большая честь выступать сегодня с этой трибуны и представлять голос молодого поколения, которому выпала уникальная судьба. Мы дети свободной, независимой и признанной Абхазии. Наше государство родилось в огне войны. Оно состоялось благодаря мужеству и героизму наших отцов, дедов, матерей и бабушек. Сегодня, глядя в этот зал, я хочу от имени всей абхазской молодежи сказать простое, но идущее от самого сердца спасибо. Спасибо за то, что вы завоевали для нас право жить на своей земле, говорить на родном языке и с гордостью нести имя гражданина Республики Абхазия. Спасибо всем друзьям Абхазии, добровольцам из разных стран, которые в самый тяжелый час помогли нашему народу одержать победу в справедливой борьбе. Мы помним каждого из вас. И, конечно, наши особые слова благодарности обращены к нашему стратегическому партнеру, союзнику Российской Федерации, признание которой открыло новую страницу в истории нашей страны. Их поддержка позволяет нам уверенно смотреть завтрашний день, развиваться и строить сильное процветающее государство. Именно на этом прочном фундаменте памяти, благодарности и союзничества стоит сегодня молодежь Абхазии. И мы ясно видим свою роль и свою ответственность. Молодежное крыло партии «Единая Абхазия» – это не какая-то отдельная структура. Мы неотъемлемая часть единой и сильной команды, которая всецело поддерживает стратегический курс руководства Абхазии, президента Бадра Зурабовича Гумба, на всестороннее развитие страны. Мы видим, как за короткий срок в Абхазии начали внедряться новые современные принципы формирования управленческой команды. И для нас, представителей молодежи, это важнейший сигнал, что у каждого из нас есть шанс проявить себя. Мы видим, как преображается Абхазия, реконструируются и ремонтируются школы и больницы, создаются новая инфраструктура, обновляются парки и набережные. Мы видим, что действующее руководство социально ориентировано, что оно слышит нужды людей. Мы чувствуем реальную поддержку молодежных, культурных и спортивных инициатив. И мы не хотим быть пассивными наблюдателями в этом. Мы хотим поддержать этот курс. Мы стремимся учиться быть в политике ради возможности делать полезные дела для нашего народа. Наши слова не расходятся с делами. Буквально на прошлой неделе молодежное крыло «Единой Абхазии» сделало важный шаг в укреплении международных связей. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с ведущими молодежными организациями России, Молодой гвардией Единой России и волонтерами России. Это не просто протокольные мероприятия. Впереди нас ждет большая совместная работа, гуманитарные акции, образовательные форумы и культурные и спортивные обмены. Мы выступаем за максимальное углубление в реализации молодежных проектов с нашими партнерами для обмена опытом между нами, между нашими молодежными организациями. Дорогие друзья, молодежь Абхазии полна сил, идей и решимости. Мы уважаем наше прошлое, мы ценим наше настоящее, и мы готовы брать на себя ответственность за наше будущее. Опираясь на мудрость старших и чувствуя поддержку нашего государства и наших союзников, мы сделаем все, чтобы Республика Абхазия была сильной, современной и процветающей страной, в которой хочется жить, работать и создавать семьи. Национальная идея нашего государства должна строиться вокруг образовательной парадигмы. Политические партии являются важными институтами, выражающими взгляды и запросы общества. Они должны формулировать политические цели и направления развития страны, определять приоритеты государственной политики, включая в области образования. Партия может объединить экспертов, педагогов, родителей и молодежь вокруг единой цели. Вот почему именно партия играет важную роль в поддержке образовательных инициатив и реформировании существующей системы. Мы понимаем, что перед нами стоят серьезные задачи по модернизации национальной образовательной системы, ее адаптация к современным реалиям и потребностям рынка труда. Мы готовы вносить свои предложения
выступать инициаторами изменений, направленных на создание качественной, доступной и эффективной системы образования. Первым этапом нашей партийной деятельности стало проведение стратегической сессии, главной темой которой стали поручения главы государства в сфере образования. Политическая партия «Единая Абхазия» полностью поддержала эти инициативы. Среди поручений мы выделили наиболее значимые, труднореализуемые проекты. Был проведен анализ текущего состояния системы образования, отметили ключевые трудности каждого проекта и предложили возможные варианты решения существующих проблем. Также нами на стратегической сессии было внесены предложения дополнить перечень президентских поручений. Первое предложение – это включение такого важного звена, как среднее профессиональное образование, СПО. Мы считаем, что нашему молодому государству, которое находится на стадии становления, крайне нужны рабочие высокой квалификации. Или мы будем вынуждены поощрять миграцию из-за рубежа. Развитие Абхазии невозможно без инновационной экономики, которая требует квалифицированных рабочих кадров. Очень важно помнить, что никакой вуз не может заменить профильное учреждение, нацеленное на практическую подготовку специалистов. Сегодня СПО переживает процесс модернизации. В постсоветских странах оно становится все более популярным среди молодежи. Современное позиционирование профессионального образования – это возможность получения быстрых навыков, за счет этого более ранний вход в профессиональную деятельность, при этом стабильную, востребованную и зачастую хорошо оплачиваемую. Однако для полноценного развития СПО в нашей республике необходимо решить ряд проблем. Среди них отсутствие промышленных предприятий, обеспечивающих выпускников колледжей рабочими местами, прогнозирование кадровых потребностей, системы государственного заказа на подготовку кадров, отсутствие материально-технической и нормативно-правовой базы. Результаты же наличия вышеназванных проблем – это сокращение количества студентов. А сегодняшний дефицит студентов в будущем станет дефицитом производственных кадров в республике. Сегодня необходимо повысить в нашей республике престиж СПО. Проблемы СПО должны решаться не только путем предоставления современного оборудования и учебных материалов, что будет самым простым и несложным. В первую очередь необходимо принять государственную концепцию развития СПО. Второе наше предложение – это разработка образовательной стратегии на 10 лет, на период до 1935 года в рамках государственной социально-экономической программы Республики Абхазия. Политическая партия «Единая Абхазия» среди приоритетных задач в области образования особо подчеркивает необходимость модернизации абхазской школы. Сложившаяся непростая языковая ситуация вызывает серьезную озабоченность общественности относительно качества обучения в абхазских школах. С советских времен и по настоящее время в начальной школе с абхазским языком обучения или абхазские школы, иначе говоря, преподавание полностью проводилось на родном языке. Учебная программа начальной школы рассчитана на детей, свободно владеющих абхазским языком. Однако языковая ситуация на текущий момент в начальной школе остается крайне сложной. Сложившаяся ситуация усугубляется серьезным поколенческим разрывом в передаче родного языка, поскольку многие современные родители, к сожалению, не владеют абхазским языком свободно. К сожалению, работа в образовательных учреждениях идет, я хочу это подчеркнуть, не на развитие познавательных способностей учеников, а сводится лишь к механическому усвоению учебного материала. Пока существует устойчивый общественный запрос на национальную школу, необходимо разработать комплексную концепцию и внедрить конкретные программы, направленные на укрепление культурной идентичности и повышение качества образовательного процесса. Политическая партия «Единая Абхазия» планирует в ближайшее время выступить с инициативой разработки ряда приоритетных национальных образовательных проектов. Уважаемые делегаты, уважаемые гости, мы собрались сегодня с вами в непростое время. Время испытаний,
когда ситуация в мире заставляет серьезно задуматься о будущем. История – суровый учитель. Она показывает, как великие государства и могущественные народы исчезали с карты Земли. И большинство из них не от внешнего врага, а от внутреннего раздора. Наша партия называется «Единая Абхазия», и оба эти слова ключевые. Но то, что я вижу сегодня в нашей стране, тревожит меня до глубины души. Теряя время, силы и энергию на внутренние распри, мы рискуем потерять главное – нашу страну. Рискуем превратить нашу прекрасную землю в территорию с очагом перманентной нестабильности и кризиса. Поэтому я глубоко убежден, «Единая Абхазия» – это не просто название нашей партии, это парадигма. Это единственно верный путь, по которому должен идти весь наш народ, невзирая на политические и иные различия. Только внутреннее единство, только сплоченность и приверженность нашей цели, создание крепкого суверенного государства, только уважение к нашему закону и неукоснительное соблюдение его, и только четкое целеполагание позволяет нашему молодому государству и нашему народу не просто выжить в это сложное время, но и двигаться вперед. И наша первостепенная задача сейчас – найти точки соприкосновения, найти компромисс внутри народа. Без диалога, без взаимного уважения и доверия нам не обойтись. Давайте помнить, что нас объединяет незримое больше, чем разъединяет. Только единая Абхазия будет сильной Абхазией. Только единая Абхазия будет Абхазией для наших детей и для наших внуков. Мы все хотим блага для своего народа, развития нашего государства, сохранения нашей самобытности. Но основой для достижения этих целей является, безусловно, человек. Говоря о народе, мы часто забываем, что его созидателем, хранителем и главной движущей силой является человек. Конкретный человек, конкретный гражданин. И на протяжении всего этого жизненного пути именно государство должно быть опорой, поддерживать и защищать его. Важно понимать, чем живет человек, вникнуть в проблемы человека. Именно пристальное внимание к чаяниям каждого нашего гражданина, к его нуждам, к его надеждам. Вот что делает государство по-настоящему сильным и процветающим. Как вы знаете, партия «Единая Абхазия» находится на активной стадии обновления. Что это значит? Во-первых, это обновление смыслов. Мы не просто декларируем ценности, мы внедряем самые современные, эффективные подходы к работе. Мы должны быть политически сильной, мы должны быть политической силой, которая говорит с народом на понятном языке и решает проблемы с помощью ясных, работающих механизмов. Во-вторых, это немаловажно, обновление рядов. Мы открыты для новых людей, для энергичных, целеустремленной молодежи, для профессионалов, которые раньше стояли в стороне от политики. Мы уверены, именно смелые идеи и свежие силы, приходящие в партию, являются залогом ее жизнедеятельности и стабильности и отвечают на вызовы времени. В-третьих, это обновление программы партии. Сегодня мы представляем вам контуры обновленной программы нашей партии, живого развивающегося документа, который призван определить наш путь на годы вперед. Ключевые тезисы, дорогие друзья, хочу вам представить. Первое – это человек, высшая ценность. В центре нашей программы благополучие и процветание каждого гражданина Республики Абхазия. Мы нацелены на создание условий для достойной жизни, защиты прав и свобод, раскрытие талантов и потенциала каждого человека в нашей стране. Второе из нашей программы – это экономический суверенитет и благосостояние Республики Абхазия. Наш приоритет – это построение сильной, самодостаточной экономики, основанной на принципах справедливости, инноваций и широкого привлечения инвестиций в нашу экономику. Мы сделаем ставку на развитие агропромышленного комплекса, туризма, малого и среднего бизнеса, а также на цифровизацию всех сфер жизни. Третье из нашей программы – социальная справедливость и забота. Мы выступаем за сильные социальные государства, которые гарантируют качественное и доступное здравоохранение, образование, а также надежную поддержку наших старших поколений и молодым семьям. Четвертое – современное государство и верховенство закона. Необходимо повышать эффективность государственного аппарата,
Наша цель – это прозрачность государства, где закон един для всех, а права граждан и предпринимателей надежно защищены. Пятое из нашей программы – устойчивое развитие и экология. Мы осознаем свою ответственность перед будущим поколением. Программа включает в себя стратегию защиты нашей уникальной природы, создание комфортной современной среды в городах и селах. Эти тезисы – основа, которая будет наполняться конкретными решениями и проектами по итогам регулярных стратегических сессий. Мы будем проводить их по всем ключевым направлениям с обязательным привлечением представителей всех уровней, ведущих экспертов, аналитиков и общественности. В своей работе мы исходим из поручений президента Бадры Зурабовича Гунба. По всем ключевым направлениям, от экономики до здравоохранения, до сферы молодежной политики и правопорядка. Сегодня все мы – команда президента, которая готова взять на себя ответственность за будущее страны. Именно такое единение, основанное на реальной заботе о каждом, даст результат, которого мы ждем все эти 30 лет. Вместе мы построим сильную Абхазию, где закон един для всех, а ответственность несет каждый, невзирая на родственные или иные связи. Уважаемые коллеги, сегодня российско-абхазское сотрудничество выходит на новый уровень. Российская Федерация – гарант нашей безопасности и поддерживает развитие Абхазии по всем ключевым направлениям. При поддержке нашего стратегического союзника мы должны создавать условия для роста экономики и повышения уровня наших граждан. В основе будущего – качественное образование, и Россия сегодня открывает возможности для получения новых компетенций для нашей молодежи. У нас прекрасная, талантливая молодежь с огромным потенциалом роста, а нам необходимо лишь поддержать и направить ее. Если на государственном уровне важнейшую работу по развитию сотрудничества между Россией и Абхазией координирует президент Бадра Зурабович и правительство, то наша задача – активно развивать это взаимодействие на партийном уровне. Ярким примером такого взаимодействия стало недавнее соглашение между Единой Абхазией и Молодой гвардией Единой Абхазии. И, пользуясь присутствием здесь представителей Единой России, мы хотим сделать конкретное предложение. Давайте совместно организуем на гостеприимной абхазской земле, уважаемые друзья, давайте вместе организуем на гостеприимной абхазской земле международный молодежный патриотический лагерь. Уважаемые друзья, делегаты и гости съезда, благодарим вас за участие в этом мероприятии. 7-й съезд Республиканской политической партии «Единая Абхазия» объявляется закрытым.